Более года назад Мирон Барателя начал разработку и переводчика абхазского языка, который уже показывает хорошие результаты в переводе между абхазским и русским. Однако проект столкнулся с ограничением в данных, так как все доступные параллельные тексты уже собраны. Для дальнейшего развития необходимо подготовить около 3 миллионов предложений, переведенных профессионально и осмысленно. И в этом нужна помощь граждан страны. Научить искусственный интеллект абхазскому языку просто. Заходим на сайт apsokorpus.ru, регистрируемся и дружно помогаем искусственному интеллекту выучить абхазский язык. После регистрации вы получаете интерфейс переводчика. Сайт выдает предложение на русском языке, а затем несколько его переводов на абхазском. Главная ваша цель – выбрать самый лучший и правильный вариант перевода. За выполненные переводы участникам начислят деньги, которые можно будет обналичивать в конце каждого месяца. Помимо этого будет реализована игровая механика, рейтинги, соревнования между участниками и дополнительные бонусы, позволяющие зарабатывать больше при высоком качестве и активности. Чтобы исключить использование нечестных или запрещенных методов и ситуацию, когда варианты выбираются бездумно ради очков или победы в игре, предусмотрена система модерации. Модераторы будут проверять качество переводов, а за ошибки и некорректные варианты начислять штрафы. При этом пользователь всегда сможет увидеть, что именно было переведено неправильно, и учесть это в дальнейшей работе. Система реализована таким образом, что любой желающий сегодня, хорошо владеющий абхазским языком, может зайти, зарегистрироваться и начать переводить и зарабатывать деньги. Да, там предусмотрены вознаграждения за перевод, за качественный перевод, за некачественные штрафы. Вот. Также ежедневно проводятся разные турниры, где можно их выигрывать и получать еще больше денег. То есть, по моим предположениям, где-то 30-50 тысяч ежемесячно можно на этом зарабатывать, если отнестись к этому как к работе и ежедневно этим заниматься. Для обучения переводчика использовано все, что вообще было доступно в интернете, в открытом доступе, с книг, со СМИ, где бы то ни было, то есть все, что было, он уже собрал и обучил на том, что есть. Для того, чтобы поднять качество на более высокий уровень, нам требуется теперь уже создавать такой контент, потому что его больше нет. И для этого мы создаем платформу, на которой переводчики абхазского языка могут переводить предложения, и таким образом мы создадим большой датасет из 3 миллионов предложений. Так любой гражданин, владеющий абхазским языком, может внести вклад в его развитие, создавая языковой корпус. Корпус будет в открытом доступе для компаний и исследовательских команд по всему миру для обучения и моделей. Чтобы абхазский язык оставался конкурентоспособным и мог конкурировать с другими языками, да, то чтобы наши дети начали чаще им пользоваться, чтобы контент появлялся на абхазском языке, нужны 2 основные технологии. Это качественный переводчик и речевые технологии, так называемый синтез и распознавание голоса на абхазском языке. Вот. Мы занимаемся переводчиком. Другая команда, фонд имени Баграта Шумба, занимается синтезом и распознаванием речи. Вот. Представим, что проект завершился, мы все это сделали. Что это нам дает? Вот. Мы выложим все собранные материалы в открытый доступ для того, чтобы крупные компании типа Яндекса, Гугла и так далее могли использовать эти технологии для обучения своих собственных моделей. И уже в скором времени такие компании, как там, не знаю, Google, если, например, внедрят, то на YouTube, например, появится возможность то есть слышать абхазскую речь, независимо от того, на каком языке говорит там, персонаж, да, в этом видео. Или, например, мы сможем переводить любые тексты на абхазский язык, там, допустим, веб-сайт, да, можем правой кнопочку нажать, перевести на абхазский, у вас все будет на абхазском, как сейчас это делается с любым другим языком. Появится возможность создавать аудиокниги на абхазском в автоматическом режиме, фильмы переводить, мультфильмы и так далее. То есть огромное количество контента можно будет в режиме
таком довольно быстром, да, то есть переводить на абхазский язык. Инициатива создания подобного проекта принадлежит победителям команды Абхазии, которые за помощью обратились к опытным программистам Дамию Джонуа и Мирону Барателли. Проект поддержали администрация президента Абхазии, Фонд репатриации республики, Фонд президентских грантов России. Так появился проект «Абхазский язык будущего», цель которого – интегрировать его в цифровую среду. Так как сегодня вся наша молодежь находится постоянно в гаджетах, и все, что их окружает, в основном не на абхазском языке. То есть наша задача – увеличить количество абхазского языка в их использовании, да, ежедневном. Проект продолжает находить свое начало и большую поддержку через другие программы и конкурсы. Так, победительница команды Абхазии Анна Гуния, выиграв российский масштабный конкурс для просветителей «Знание Лектор», который дает возможность проводить образовательные мероприятия, провела лекцию в первой столичной школе и в качестве темы выбрала использование искусственного интеллекта для развития абхазского языка и сохранения национальной культуры. Я им рассказывала, что в течение года у нас много абхазского языка появится в интернете. Искусственный интеллект может с вами общаться на абхазском языке голосом, а также текстовкой. То есть появятся возможности, например, если смотреть фильмы, включать субтитры на абхазском или слушать на абхазском речь. Что вот такое будущее нам предстоит, и мы над этим работаем, чтобы вы учили свой язык, чтобы развивали свой язык. И я хотела им донести, что вот невозможно, не будет никакого будущего ни у вас, как у нации, ни у государства без нашего абхазского языка. По словам Анны Гуни, используя современные инструменты и возможности искусственного интеллекта, можно повысить количество говорящих на абхазском языке в течение 5 лет. Уже есть первые позитивные признаки. Это детские рисунки, созданные на конкурсах по ИИ. Школьники Абхазии с помощью искусственного интеллекта визуализировали пословицы, выражающие духа Апсора, а также смыслы здорового образа жизни. Дети проявили большой интерес к подобным лекциям. Лекция, которая сегодня проходила, мне очень понравилась. Нам сообщили о том, что в скором времени появится искусственный интеллект на абхазском языке. Это очень хорошо, ведь иногда слова какие-то на абхазском языке забываются, и это очень поможет нам. Также мне понравилось то, что в скором времени мультфильмы, фильмы смогут переключаться на абхазские субтитры. Это пополнит наш словарный запас. Для меня это, конечно же, прекрасная новость, что абхазский язык появится в искусственном интеллекте, так как все же ChatGPT и всякие другие нейросети не способны особо общаться на абхазском языке. Появление абхазского языка на просторах искусственного интеллекта – это не просто технический процесс, а важный шаг к сохранению и развитию культурного наследия. Нужно помнить, что технологии – это лишь инструмент, и их успех зависит от того, насколько активно сообщество будет поддерживать и развивать свой родной язык. Гугуца Вардания, Налач Кинжерия, Ахрамичба, Абхазское телевидение.